Значит, лекция номер 4, записывайте все. Лекция номер 4, предпоследняя лекция, на тему, двоеточие, марксистская теория классовой борьбы, и пролетарская революция. Так, сейчас вы слушаете, ничего не записывайте. Я скажу, что записывать. Значит, общую канву вы все знаете. Значит, они начали, Карл Маркс начал с пролетариата, самого эксплуатируемого класса, который является могильщиком капитализма, преобразователем всего капиталистического мира, строителя коммунизма. Исходная позиция у него такая. Поэтому о разбитии классовой борьбы этого пролетариата все работы посвящены. Но я акцент хочу делать на этой лекции не о том, что только они разработали теоретические идеологии рабочего класса, а что они всю жизнь искали практическое применение этой теории. То есть, конечно, общее такое представление, не совсем квалифицированное, оно посвящено, что вот Карл Маркс, Фридрих Энгельс, они разработали теорию классовой борьбы и пролетарской революции. То есть они теоретики, а на самом деле теоретики в самом лучшем, высоком смысле. Но фактически реальной жизни они все время хотели свою теорию испытать на практике. Но они же когда жили, это вы представляете, это же был мануфактурный период практически. Только от ремесленной человечество переходило в мануфактурный период, то есть этот предприниматель, вот кого он сказал, я занимаюсь секретным делом, предприниматель, значит, из трехкомнатной квартиры одну комнату освободил и принял 3 или 4 рабочих, 5 сам работает. И он распределяет эту работу, начинает на элементы, и производительность труда несколько раз повышается. В этом секрет-то. После чего переходит паромашина, и эта мануфактура превращает крупную промышленность. Фабрика появляется, и заводы, фабрики. Ну, конечно, вот по описанию Фридриха Энгельса, который жил 2 года, бросил светскую жизнь, и 2 года жил среди рабочего класса Англии, и от его описания, ну, получается такая очень довольно мрачная картина. Что такое эти заводы, фабрика, Англия, самые разбитые в стране. Это прокопченные города, очень плотно заселенные, люди практически очень, это же не холодная страна, очень такой тесной, в своих коморках живут, понимаете, какое дело? Живут семейно, рожают детей, их воспитывают, и сами работают изо дня в день, и кое-как хватает, понимаете, это заработки, кое-как хватает на живое существование, понимаете? И он, поэтому Фридрих Энгельс практически 2 года прожил среди них, он говорит, я бросил эти светские вечера со шампанским, с такими винами, там крепкими напитками, веселье, песнями, шумом, гам, и жил он с этими рабочими. И 2 года прожил, и в результате чего он написал положение рабочего класса в Англии. Это на самом деле страшное. Как он пишет-то. Вот такой переднаселенность, никаких благоустройств, как всего есть в нашем смысле-то. Все это дело делается, ну, в таком животном состоянии, как будто. Они так эксплуатировали, и на этом наживается. Вот в чем оттуда и началось все это дела-то. Такая, это получается, что Фридрих Энгельс жил среди них и написал то, что видел. Его только в теоретическом уровне. В самом высоком теоретическом уровне. Вот такое дело. Поэтому я вот уклоном. Значит,
Ничего не будет записывать. В 1847 году Маркс и Энгельс обратились, руководители Союза справедливых. Такое общество было. Союз справедливых. Ага. И они предложили, они знают, что они теоретики-то, что вы помогите нам разработать новый устав, новые программы, и давайте выживем на сектантство, наше, понимаете, утопичность. То есть мы выведем эту организацию на теоретический, высокий теоретический уровень, чтобы мы объединяли передовую часть рабочего класса. И вот они такой возможность упустить не могли, и они мечтали вот на основе Союза справедливых создать союз коммунистов на принципах теории коммунизма. Ну, так и получился. Первый конгресс был в 1947 году в Лондоне, и Карл Маркс из-за отсутствия денег не мог участвовать, а Фридрих Энгельс, он было делать с фабрик, у него деньги всегда есть, он участвовал, благодаря его участию, знаете, Союз справедливых был преобразован в Союз коммунистов. И их девиз «Все люди-братья» превратили ничего не записывайте, потом я поскажу, знают, превратились в пролетариат всех стран, объединяйтесь. 175 год исполнится в будущем году этого призыва. До сих пор до сих пор существует вот, со дня образования Союза коммунистов. То есть вы должны помнить, что в 1847 году началась практическая работа Маркса и Энгельса рабочими. Но это рабочие, они были практически рабочие мануфактуры, не очень высокого уровня, обыкновенные люди, полуграмотные обыкновенные люди, поэтому оно не могло очень широко распространиться, как они пишут в пределах, вот во всех континентальной части Европы собралось всего членов около 400 человек. Вот вся мощь. Маркса и Энгельса. Ага. После чего спустя 5 лет, в 1952 году, по инициативе Маркса и решением лондонского отделения Союза коммунистов был распущен, потому что начали интересоваться полиция, они начали арестовывать, поймать членов Союза коммунистов и так далее. И боялись они на самом деле. И у меня есть такой, литература встречает такое выражение. Самая прогрессивная часть полиции, они знают, что такое Маркс и Энгельс. И говорит, вот у Маркса собрались очень хорошо конспирированные, очень хорошо организованная часть, которая на самом деле грозит нашему строю. И этой командой руководителем является очень выдающийся Маркс, у которого в конце пальчика ума больше, чем все остальные компании. Это полицейские отчетах так пишут. Поэтому они боятся, конечно, его. Задавить надо. Ну, вот такое дело. Потом, вот распущен, в 1952 году распущен, и они мечтают организовать более широкой аудитории другую организацию. Сейчас записываем, по другой организации, в следующий раз мы напишем. Записываем. К началу 1847 года, к началу 1847 года Марксу и Энгельсу обратились, руководители Союза справедливых, оба стороны в кавычках, руководитель Союза справедливых, просьбой вступить в их союз, и помочь разработать новый устав и программу. Точка. Первый конгресс Союза справедливых
состоялся в этом же году в Лондоне. Состоялся в этом же году в Лондоне. И благодаря активному участию Энгельса Союз справедливых был преобразован в Союз коммунистов. Оба стороны в кавычках. Союз коммунистов. Союз коммунистов. Точка. Прежний девиз, двоеточие, все люди братья. Прежний девиз, двоеточие, все люди братья, был заменен лозунгом, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Точка. Программе было освещены двоеточие о закономерном характере коммунистического преобразования, запятая. Ой, Ничего себе, громко. коммунистического Преобразование общества, запятая, о путях преобразования частной собственности, в общественную, о путях преобразования частной собственности в общественную, запятая, пролетарской революции, запятая, о переходном периоде, пролетарской революции, запятая, о переходном периоде, запятая, Иван Васильевич, занят, позже позвонить. о переходном периоде. Запятая, о первых мероприятиях пролетариата после завоевания политической власти. О первых мероприятиях пролетариата после завоевания политической власти. Так это в 1847 году пишут. Представляете? Он засыбучно сегодняшним нашим задачам. Политической. Точка. Конгресс постановил о создании печатного органа. Видите, какую газету сразу. То есть эти же дети на Марса Энгельса не так просто. Вы собрались и организовали. Постановить газету. Конгресс постановил создание печатного органа. Точка. Марсу Энгельсу поручили выработать манифест коммунистической партии. Марсу Энгельсу поручили выработать манифест коммунистической партии, который был издан в 1848 году в Лондоне. 1848 году в Лондоне. В 1848 году в Лондоне. Точка. Как это манифест. Точка. В 1852 году
1852 году по инициативе Марса решением Лондонского округа был распущен Союз коммунистов. Лондонского чего? Округа. Был распущен Союз коммунистов. Сейчас отдыхаете, слушаете. Ну, в дальнейшем дальше прошло новый революционный подъем. Я вам говорю, что машина преобразовали мануфактуру, крупную промышленность. В этот период начался новый революционный подъем, обусловленный прогрессом промышленной революции, увеличением удельного веса рабочих крупной промышленности. Это уже качественное преобразование. И вот 28 сентября 1862 году, получается через 12 лет, в Лондоне митинга представителей английского, французского, немецкого, польского, итальянского пролетариата был основан Международное товарищество рабочих «Интернационал». Ага. Это то есть у истоков стояли Маркс и Энгельс. Ага. И здесь характерное такое выражение Энгельса. Процесс работы, он говорит, что происходит, понимал один человек. И очень важно, чтобы их программы, документы Интернационала вышли из-под пера Маркса. То есть Маркс участвовал. И он, на самом деле, их первые документы вышли из-под пера Карла Маркса. То есть это было не такой первый раз. Фридрих Энгельс участвовал в организации Союза коммунистов. А потом Маркс и Энгельс вместе стали руководителями этой Союза коммунистов. А сейчас в данном случае оба участвовали в этом митинге, и все документы вышли из-под пера Карла Маркса. Это очень важно. Но тем не менее, Карл Маркс, и Фридрих Энгельс мечтали образование национальной социал-демократической партии. Национальной. Это и Союз коммунистов, это международный считался, и Интернационал, тем более, это на самом деле международный. Но они мечтали все-таки о создании национальной партии, социал-демократической партии в какой-нибудь стране. И в 1867 году немецкий рабочий класс добился крупный успех. И в северогерманской Рейхстаге были избраны депутатами два рабочие: Вильгельм Липкнехт, Август Бебель. Это была очень крупная победа организованного пролетариата Европы. Впервые представители рабочего класса избраны были депутатами элекционного парламента. Понимаете, какой дело? Ага. Вот через него они стали рупором рабочего класса континента, всего европейского континента, чтобы все-таки парламент они выступали с точки зрения и позиции пролетариата. Это была, конечно, крупная такая победа рабочего класса. Записываем. Новый подъем был обусловлен. Новый революционный подъем рабочего движения. Новый революционный подъем рабочего движения был обусловлен с прогрессом промышленной революции. Точка нужна. Прогрессом промышленной революции. Точка нужна была идейная основа. Для сплочения, запятая, научного выражения
сплочения, запятая, научного выражения коренных интересов рабочих классов всех стран. Нужна была идейная основа для сплочения, запятая, научного выражения коренных интересов рабочих классов всех стран. Коренных интересов рабочих классов всех стран. 28 сентября 1864 года, 28 сентября 1864 года в Лондоне на митинге представителей, перечисляем, в Лондоне на митинге представителей английского, французского, каждый раз запятая, немецкого, польского и итальянского пролетариата было основано Международное товарищество рабочих, ТРИА Интернационал. Было основано Международное товарищество рабочих, ТРИА Интернационал. Интернационал? Интернационал, ага. Третий. Показал. Интернационал. Первый интернационал. Это событие было закономерным результатом, после точки, это событие было закономерным результатом борьбы европейского пролетариата против общего врага буржуазии. Закономерным результатом борьбы европейского пролетариата против общего врага буржуазии. Точка. Важнейшее значение имел тот факт, запятая, что первые программные документы вышли из-под пера Марса. Точка. Процесса этой работы Энгельс поднял один чрезвычайно важный вопрос. Процесс работы Энгельс поднял один чрезвычайно важный вопрос о сельском пролетариате. Двоеточие. Пока сельский пролетариат не втянут в движение городского движения, пока сельский пролетариат не втянут в движение, городской пролетариат не может достигнуть ни малейшего успеха.
Ни малейшего успеха. Точка. В 1867 году немецкий рабочий класс добился крупного успеха. Добился крупного успеха в северогерманский Рейхстаг. В северогерманский Рейхстаг были избраны депутатами Вильгельм Липкнехт и Август Бебель. Вильгельм Липкнехт и Август Бебель. Точка. Впервые представители организованного пролетариата оказались в составе эрекционного парламента. Так вы дальше ничего не записывайте, слушайте. Реакционного парламента. Да, реакционный парламент. Это какой год? Год, скажи-ка, 60. 1867. Слушайте дальше. Знаете, я вам сказал, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс мечтали, чтобы обязательно был когда-то создан социал-демократическая партия в таком отдельном государстве, национального государства. Вот их мечта осуществилась 5 сентября 1868 года Нюрнберга на съезде Союза немецких рабочих. Это общество разорвало либеральную буржуазию и победила подлинная пролетарская линия. Была создана единая социал-демократическая партия Германии на основе идей научного коммунизма. Это была, конечно, крупная победа Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Понимаете, тогда Германия была не единое государство, она была расчленена на множество каких-то провинций. И в этих условиях, что создать единый социал-демократической партии Германии, это был, конечно, крупнейший успех Маркса и Энгельса. Притом они созданы на основе теории научного коммунизма. Представляете? Мы осталась последняя лекция теории научного коммунизма. Это проект строительства коммунизма. Она называется теория научного коммунизма. А мы с вами к этому идем, вот философский фундамент мы прошли. Это закон управления материальным производством, обменом, распределением, политэкономию мы прошли. Сегодня мы разбираем пролетарскую теорию класса, борьбы рабочего класса и пролетарской революции. Так, записываем. 5 сентября 1868 года, 5 сентября 1868 года в городе Нюрнберге, на съезде Союза немецких рабочих победила подлинно пролетарская линия. Была создана единая социал-демократическая партия Германии. Линия. Победила подлинно пролетарская линия. Точка. Была создана единая социал-демократическая партия Германии. Была создана единая социал-демократическая партия Германии на основе идей научного коммунизма.
была создана единая социал-демократическая партия Германии на основе идей научного коммунизма. Точка. Это была победа учения Маркса и Энгельса. На основе чего там? На основе идеи, простите. Учение. Была создана единая социал-демократическая партия Германии на основе идей научного коммунизма. Точка. Это была победа учения Маркса и Энгельса. Это была победа учения Маркса и Энгельса. Сейчас отдыхаете, слушаете. Значит, итогом развития французского всемеждународного рабочего движения явилась грянувшая 18 марта 1871 года пролетарская революция в Париже. В данном случае вы должны знать, что это произошло в марте, а вот в сентябре до того Маркс и Энгельс, рабочий класс в Париж предупреждали. Вы этот благоприятный момент используйте для создания своей рабочей политической партии. Вы не втягиваетесь в пролетарской революции. Ну, рабочий класс, он не слушался Маркса и Энгельса, и они совершили пролетарскую революцию в одном Париже. И реакционное правительство Тиера избежал Бершау со своей армией. И рабочий класс, пролетариат Парижа занялся выборами Парижской коммуны. Потеряли на этом деле 10 дней. А Маркс и Энгельс говорили, не надо было этим заниматься, надо было сразу преследовать, да, понимая, это разбитые армии там добить. Ага. А эти 10 дней, пока они это выборы делали, там собирали армию, у них армия регулярные войска, правильно, да? Благодаря которым стоят генералы. Это не шутки тебе. Ага. Это профессиональные люди, которые могут собраться очень быстро, организоваться, и этих рабочих-то что разгромить-то? Они в баррикаде стоят какими-то своими оружиями. Некоторые боевые, некоторые охотничьи, это пистолеты старые и так далее. Вот такое дело. Ага. И вот 28 марта 1971 года была провозглашена Парижская коммуна, прообраз диктатуры пролетариата. Вот России, например, в 1917 году, который мы создали. И, само собой, очень много марксистского положения они осуществили. Во-первых, они разгромили старые бюрократии, армию, полицию, суды, административные органы вооруженным рабочим классом. За это 10 дней. Да. И они изъяли и реквизировали собственность контрреволюционеров, которые убежали в Версаль, правительство. И эти кооперативы отдали эту собственность, понимаете, какое? И создали вот Парижскую коммуну, сверху до верху, все руководство Парижской коммуны работало на зарплату рабочего. Ага, рабочего. А вот сейчас вы посмотрите, сегодня что творится у нас в России-то. Не работает сейчас. Сотни тысяч в месяц зарплата, сельское хозяйство, понимаете, там копейки, промышленность копейки, вот такое дело. Не, вот это прообраз-то будущего они показали в полной мере, понимаете? Они существуют всего 72 дня, а за это время вон столько делов натворили, и они, Маркс и Энгельс были за них, конечно. И вот причина поражения Маркса объяснит, что отсутствие политической рабочей партии, которая обладает знаниями законов общественного развития. Поэтому они и 72 года. Записываем. Итогом развития французского и всего международного рабочего движения явилось
грянувшее 18 марта 1871 года, грянувшее 18 марта 1871 года, пролетарская революция в Париже. 800. 871 года, пролетарская революция. Точка. 28 марта 1871 года была провозглашена Парижская коммуна. 28 марта 1871 года была провозглашена Парижская коммуна. Прообраз будущей диктатуры пролетариата. Точка. Парижская коммуна просуществовала всего 72 дня. Парижская коммуна просуществовала всего 72 дня. Двоеточие. За это время она сломала старую государственную машину. За это время она сломала старую государственную машину, запятая, конфисковала собственность бежавших контрреволюционеров, конфисковала собственность бежавших контрреволюционеров, запятая, все руководящие лица снизу доверху, все руководящие лица снизу доверху исполняли свои обязанности, снизу доверху исполняли свои обязанности за заработную плату рабочих. Точка. Маркс указывал на главную причину, поражения Парижской коммуны, указывал на главную причину поражения Парижской коммуны, отсутствие во главе рабочего класса, революционной пролетарской партии, революционной пролетарской партии, запятая, вооруженной знаниями законов общественного развития. Общественно. Общественное развитие. Знанием закона общественного развития. Так, сейчас слушаете, вы отдыхаете. Несколько слов о России, а как они прогнозировали Россию. Это последнее у нас. Закон общественный. Законов общественного развития. Развитие. Вооруженные знанием законов общественного развития. В общем, Маркс и Энгельс очень много внимания уделяли России, потому что с России началось туда, в Париже появляться, значит, революционеры. Тяшин Лопатин приехал по поручению переводить манифест коммунистической партии на русский язык. И там работали Лавров и другие в составе Генерального совета интернационала. Потому что он был в курсе дела, что вот, воспитывали революционеров. Поэтому они для того, чтобы лучше понять, изучили русский язык и читали оригинале произведения Чернышевского, Белинского и Добролюбова. Ага. То не просто так, а по-русски читали, чтобы понять смысл
отличие этого, им совсем это неизвестный народ живет. По сегодняшний день не знают, что такое душа русского человека-то. Дух русского Да. человека. Душа русского человека. Понимаете, какое дело? Но они поняли сразу, что это огромная страна, в которой, знают, сосредоточены множество противоречий, потому что в России только началось переходный период от крепостничества к капитализму. Только началось вот минимальнее. Поэтому они поняли, что в этой стране вероятно, возможно, в скором времени буржуазная демократическая революция. Но они торопились, конечно. Но, тем не менее, они в предисловии Манифеста коммунистической партии написали о том, что они нашли большую половину земли в общинном владении у русских крестьян. Общинном владении. И на этой основе они прогнозировали, скорее всего, возможность пролетарской революции в России. Возможно. И если эта революция послужит сигналом пролетарской революции на Европе, Западной Европе, тогда эта община может послужить исходным пунктом коммунистического преобразования сельского хозяйства. Понимаете, какое дело? И я думаю, и это выражение, вероятно, послужило вообще-то программой социал-демократов России во главе Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Потому что, почему же получилось у них все такое совхозы? Это из общинного владения земли, опять общее. То есть они опирались на исторический опыт крестьянства, поэтому, вероятно, крестьяне-то с ними не согласились. Но я могу сказать вам, что, знаете, это как-то у нас обычно, изучая кооперирование сельского хозяйства, как-то поверхностно к этому делу относились и ученые, и общие, высшая школа программы и так далее. Когда я окунулся в эти дела и изучил все ленинскую 55 томов, Сталина 13 томов, понял, что значит, это была вторая громадная социальная революция в России. Вся страна встала, чтобы делать совхозы, колхозы, потому что Сталин понял, это же величайший ум живет, да? Потому что никогда в России и в других местах сельского хозяйства никто базовым не считал. Понимаете дело? Оказалось-то, когда 25-му 14 съезда партия переделала в таком громогласно, что мы сейчас начинаем индустриализацию всей страны, оказалось-то, нечем кормить этих рабочих. Сырья не хватает. И Сталин говорит, все разбитие народного хозяйства уперлось в сельское хозяйство. Мы должны сейчас подняться. 27 года начинается кооперирование сельского хозяйства. Притом, злопыхатель говорит, Сталин насиловал, он быстро торопился. Ничего подобного. Сталин говорит, постепенность, добровольность, очень строго следил. Притом, понимаете, какое, в отличие у Ленина настоящий теоретик, его читать очень сложно и понять трудно. А вот Сталин, он, понимаете, Сталин у него сам по себе очень конкретный, очень понятный, теоретический постулат. Он его, понимаете, по полочкам разовьет. Да, почему Ленин так сказал? Во-первых, во-вторых, в-третьих, четвертых. И понятно безграмотным человеком. Крестьяне, рабочим. Понятно. Понимаете, какое дело? Поэтому вот наше счастье, что на самом деле вторым человеком оказался такой крупный специалист. И он, Ленин разработал там план, это чушь собачья. Ленин разрабатывал, он в 23-м году, в конце 23-го года умер, в начале 24-го года. Самое последнее кооперирование он продиктовал, будучи смертельно больным. Машинистка печатала. Маленькая работа. Кооперирование. А вот если все 55 томов прочитать, то там же все сказано, как надо действовать, что делать, не воруй, хозяйство нормально и так далее. Все очень хозяйское, очень глубоким знанием быта своего народа написано, понимаете, как дело? А поэтому, вот к этому отношению записываем дальше. Очень коротко. Карл Маркс и Энгельс много внимания уделяли России. Маркс и Энгельс уделяли много внимания России.
запятая, которая переживала переходный период, от крепостнического строя к капитализму. Точка. Предисловие к русскому изданию манифеста Коммунистической партии. Предисловие к русскому изданию манифеста Коммунистической партии. Они писали, двоеточие. К русскому изданию. Русское издание манифеста Коммунистической партии. Они писали, двоеточие. Мы находим в России большую половину земли в общинном владении крестьян. Мы находим в России большую половину земли в общинном владении крестьян. Точка. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, запятая, то современная русская общинная собственность на землю, общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития. Точка. Они предсказали о возможности первой пролетарской революции в России. Они предсказали о возможности первой пролетарской революции в России. Точка. Они предсказали общинную собственность на землю. Может явиться исходным пунктом коммунистического преобразования в России. Точка. Новой строки. В целом Маркс и Энгельс считали, что пролетарская революция произойдет одновременно во всех развитых капиталистических странах. А на самом деле потом у меня есть новые монографии, пишется, что русифицированный марксизм и ленинизм. То есть Карл Маркс, разрабатывая свою теорию, я вам говорил уже, что считали, что рабочий класс каждой страны должен преобразовать их учение в условиях своей страны. И получается, в России русифицированный марксизм, ленинизм
в Китае критизирован марксизм, маоизм. В Вьетнаме, как она называется, не знаю. Куба, как называется, тоже не знаю. Я их не изучал, понимаете. В общих чертах, конечно, знаю, но вот такое дело. Поэтому о том, что марксизм универсальная теория, Фиделя Кастро. универсальная теория всех стран, это чувствование. Марксизм это краеугольный камень, который, революционный краеугольный камень теории рабочего класса. Понимаете, какое дело? Поэтому его надо преобразовать в условиях каждой страны. Вот Ленину удалось это преобразование в 55 томах изложить. Ну тогда мы относились, что ли? Мазадун в каких томах изложил, я не знаю, но как они культурную революцию делали, как они блуждали, я чувствую, знать, конечно, Мазадун далеко не Ленин. Конечно. Так, вопрос.